нашему эфиру сейчас присоединяется политический эксперт Рубен Миграбян. Рубен, добрый вечер. Рады приветствовать вас в прямом эфире телеканала Freedom. Здравствуйте. Приветствую вас, Украина. Слава Украине. Спасибо за приглашение. Героям слава. Рубен, ну давайте будем разбираться с ситуацией, которая происходит сейчас в вашей родине. На самом-то деле осталось дождаться еще 2 дня, и 14 числа Центральная избирательная комиссия Армении окончательно подведет итоги голосования. На сегодняшний момент аннулированы результаты голосования 7 июня на 3 избирательных участках. Но на самом-то деле партия Карапетяна требует аннулировать все результаты. Как вам кажется, насколько имеет перспективу вот это вот противодействие тому выбору, который в день голосования сделал народ Армении? Что скажете? Ну, выборы состоялись, и итоги зафиксированы. В ближайшие несколько дней уже произойдет фиксация уже и на де-юре, окончательные итоги. А эти все потуги со стороны партии Карапетяна, это так, для сохранения лица, скорее всего, потому что они еще и стоят перед дилеммой, брать или не брать мандаты, потому что самые такие вот фанатичные противники независимости Армении от них требуют не брать мандаты, тем самым в их блоке делегитимировать новый парламент и избрать более радикальные формы борьбы. Но это как у Жванецкого, да, они хотят все и сразу, но получают ничего и постепенно. Ну, вот примерно так. Рубен, но все-таки, да, чтобы мы нашим зрителям тоже немного объясняли контекст, давайте вот о чем расскажем. В целом, вот это влияние России, да, о котором мы так часто говорим, насколько оно, скажем так, отражалось, да, что оно из себя представляло все это время, и когда мы говорим о снижении влияния, то как это все проявляется, как это отображается, да, как это может сказаться на будущем Армении и на сегодняшнем дне. Но выборы зафиксировали следующую реальность. Фактически Россия смогла деформировать выбор, да, то есть это были выборы не столько между политическими силами. Россия превратила это в выбор между Пашиняном и Путиным. И народ избрал Пашиняна. Но в то же время Путин удержал за собой оппозицию в виде разных вот этих прокси-партий, которые являются его, ну, такими клиентами. И Россия стремится посредством запугивания торговых таких ограничительных действий принудить Армению действовать в своем фарватере. Как вам известно, с сегодняшнего дня Россия также запретила и транзит армянского экспорта. Если до этого просто было наложено эмбарго на армянский экспорт в Россию, то сейчас еще и транзит. Но можно зафиксировать, что Россия ежедневно занимается самострелом и уничтожает те остатки своего влияния в стране, и причем это уже носит необратимый характер. Идет обрушение российского влияния, и уже ничего эту конструкцию спасти уже не в состоянии. Все, что важно знать сегодня, уже в приложении Freedom. Прямые эфиры, спецпроекты, репортажи и аналитика. Просто скачайте приложение в App Store или Play Market и получайте актуальную информацию, где бы вы ни были. Быть в курсе важных событий с Freedom – это просто.
Рубен, а вот интересно ваше мнение, вот смотрите, ну вот действительно все то, что путинская Россия сегодня пытается делать по отношению к независимой Армении, да, пытаясь, скажем так, выместить свою, что ли, злобу, да, на результат выбора армянского народа. А что у них есть еще в инструментарии, да? Ну вот насколько, допустим, ощутимо в результате будет вот эти вот ограничения, которые россияне ввели касательно армянского экспорта на самом-то деле? Тут ведь достаточно важен момент, то, что удалось действующей власти Армении за последнее время, это нормализовать взаимоотношения со всеми соседями, по крайней мере, насколько это было возможно, нивелировать все сложные, конфликтные, спорные моменты. И сейчас, наверное, будет проще налаживать партнерские отношения для того, чтобы, ну, просто перенаправить, вот если мы говорим о том же экспорте, то что осталось еще в инструментарии у Москвы? Как они будут пытаться, собственно говоря, портить кровь, назовем это так, вашей родине? У России остался весь инструментарий, однако в этом ящике для инструментов все инструменты Россия поломала. И эти инструменты просто непригодны. Раньше было оборонное и военно-техническое сотрудничество, сейчас оно сведено к нулю. Причем это произошло постепенно. Россия решила форсировать события и так внезапно ввела фактически эмбарго. Ну что ж, Армения в аварийном режиме переориентирует вот эти экспортные потоки на другие рынки, и задействовала также Армения и дипломатию. И результат дал о себе знать в течение считанных дней. Европейский Союз открывает нам рынки, правительство Армении привлекло дополнительные средства и компенсирует логистические расходы экспортерам. Ну что еще? Остается газ. А по газу вот представитель комиссии по регуляции общественных услуг сделал заявление о том, что Армения и к этому тоже готова. Мы можем газ брать и в Азербайджане, и в Иране, и в Туркменистане посредством своп-операций. То есть эти зависимости, которые у Армении так по инерции еще оставались, они больше не носят критического характера. То есть Россия не остается ничего, кроме как угрожать, там, не знаю, шипеть или делать такие недовольные заявления, но не более того. И тоже интересно, в России сегодня там праздник, и Россия решила ввести запрет на транзит армянского экспорта в свой праздничный день. Но это все выглядит жалко и убого, и даже у меня нет слов соболезнования им в силу их этого убожества, и больше ничего. Рубен, а если они пойдут с другой стороны и, например, предложат какие-то новые гарантии безопасности, то, скажем так, есть ли возможность, что вы вернетесь к старой модели взаимоотношений в том или ином виде? Какие гарантии безопасности Россия способна вообще предоставить, и вообще безопасность от чего? Если от нее самой, то мы будем довольны. А гарантии безопасности от нее самой, это означает просто убраться вон и больше ничего. Да, мы это примем, и причем с большим удовольствием. Кстати, это не просто такая фигуральная речь, да? А вот господин Лавров нам угрожает обсудить вопрос членства Армении в ОДКБ. Ну, там де-юре мы еще там остались, хотя де-факто Армении там нет. И причем за неуплату
ежегодных этих членских взносов. Так, пожалуйста, мы будем только рады. Нашли чем угрожать нам или вредить. Наоборот, это только в пользу. Пожалуйста, мы ждем вашего этого обсуждения нашего членства. То есть это признаки агонии, можно так сказать. Врачи подскажут, да, в агональном состоянии люди делают неосмысленные действия или произносят неосмысленные речи. Примерно такая вот картина. Рубен, а вот действительно, ведь они сейчас, кремлевская банда и, собственно, ее главный вожак, вот они действительно, вы правы совершенно, находятся в состоянии агонии, ну, чтобы не сказать сумасшествия. В этом состоянии клиент, пациент, даже не знаю, какое слово правильнее подходит, могут совершать все, что угодно. То есть следует рассчитывать, что мы станем свидетелями еще агрессии по отношению к кому-нибудь. Вот вы в материале, который предварял с вами сегодняшнюю беседу, упоминали и те же страны Балтии, и опять же, да, страны Центральной Азии, Южного того же Кавказа. Где зона риска, по вашему мнению, на сегодняшний момент? Армении повезло больше, чем странам, которые имеют непосредственную границу с Россией, а нас Господь Бог уберег в этом отношении. И это очень хорошая новость, точнее даже не новость, а вот констатация, да? Ну, касательно базы, которая у России есть, эта база истощена, у этой базы есть ограда, есть вывеска, но внутри нее пусто, как мертвая улитка. Ну, что может сделать эта база? Ну, разве что напасть на саму себя. Или там швырнуть тапку через забор. Ну, еще что. И больше ничего. Подтянуть силы. Ну, ей ни одна соседняя с Арменией страна не позволит ни через сушу, ни через воздушное пространство. Пробить коридор, так сил не хватит. Вы лучше меня знаете, как раз я от ваших выпусков узнаю, какая катастрофическая ситуация в Крыму. Российская военная машина ломается, но она пока еще шумит, пыхтит, там дымится, но уже она не способна на такую вот трансляцию своей силы, чтобы еще через границу, там, допустим, десантом или еще как что-то сделать. Ну, невозможно просто. Поэтому эти угрозы носят такой риторический характер с целью самоуспокоения, опять-таки спасения лица, хотя такое лицо с таким хозяином очень трудно спасти. Ну вот, а мы двигаемся своим путем. Сейчас интенсивно идет вот работа по переориентированию нашего экспорта, потому что многие товарные группы, они просто скоропортящиеся, и с этим тоже нужно иметь дело. Ну, еще и вопрос зимой. Вот русские любят отключать газ именно перед, вот, накануне отопительного сезона. Что ж, к этому мы тоже готовы и будем готовы. Мы находимся в регионе, где этого газа полно. В общем-то, мировые запасы, в общем-то, здесь, да. Кругом вот топовые производители природного газа. Туркменистан, Иран, там, Катар, возможность своп операций.
есть коммуникации, Азербайджан рядом, который продает газ и Европейскому Союзу. Европейский Союз может свою своп-операцию провести на грузино-азербайджанской границе, закупить газ у Азербайджана и просто перенаправить в сторону Армении, а мы будем платить Европейскому Союзу. Ну, вариантов много. То есть весь мир клином не сошелся на сибирском газе, да, сюда вот на Кавказ. Поэтому Россия сейчас вступила на путь самоубийства, причем стратегический. К сожалению, это не такой одноактный процесс, и этот процесс самоубийства сопровождается убийствами украинцев, к сожалению, и Украина берет на себя основной удар, но мы видим все это жалкое состояние, которое загнал свою страну этот военный преступник и вся его вот эта ненасытная банда не слишком умных людей. Ну и, кстати, вот этот шантаж отключением газа Россия очень мерзким таким словом называет, холодомор, знаете, с такой аллюзией на огромную трагедию, которая тут произошла, тоже по вине Российской Федерации. Да, она по-другому тогда называлась, но мы же все понимаем, о чем идет речь. Да, но вы знаете, я все-таки хочу поговорить и о будущем, которое сейчас начинается у Армении после этих выборов, когда, ну, по сути, да, это многие называют таким референдумом, да, когда страна делала свой выбор и выбор своего будущего. То есть сейчас, как вот это все вы видите? То есть какое будущее у Армении? Это такой будет форпост Европы в лице Европейского Союза на Кавказе, либо Армения может стать отдельным региональным игроком, либо такой связующий некий мост между Востоком и Западом. Вот как это все сейчас вы себе представляете? Либо пока это просто движение от Российской Федерации, но вот новый центр тяжести еще не определен. Ну, если эти «или» убрать, то можно это все перечислить через запятую. Да? Потому что одно не противоречит другому. Но Армения – это европейская страна, причем есть своей историей, начиная вот с принятия христианства в IV веке, своей культурой, которая по своей сути, своему фундаменту, это часть европейской культуры. И когда мы говорим о евроинтеграции Армении, речь здесь идет о процессе юридического оформления этой исторической реальности. А так, конечно, да, география. Армения, как страна Южного Кавказа, будет являться связующим звеном между Центральной Азией и Европой. Через Армению будет функционировать стратегическое партнерство между Европейским Союзом и Центральной Азией, между Соединенными Штатами и Центральной Азией. Причем это проект, затрагивающий стратегические интересы и Центральноазиатской пятерки, и европейской большой Европы, и Соединенных Штатов. Особенно вот в этот период технологического перехода, когда вот критические минералы, технологическое развитие, да, становятся фактически единственным путем в будущее. Потому что мы понимаем, что цивилизация развивается именно в этом направлении. В Армении уже началось интенсивное строительство дата-центров по искусственному интеллекту. NVIDIA строит крупнейший в регионе такой центр, и это только первый, будут строиться еще, будет целая сеть. Мы будем развивать и атомную энергетику, и я верю, что это будет именно с американской компанией. Мы будем связывать страны, мы будем дружить
и с соседями, и не только с соседями. И мы будем работать в интересах и своей страны, и в интересах наших партнеров. Это будет совместный интерес. Таким я вижу будущее Армении в пространстве мира, развития и благосостояния. Роберт, ну вы знаете, я вот слушал ваш ответ и подумал, что на самом-то деле, наверное, больше, чем Путин для объединения Еревана и вот в целом европейского сообщества не сделал никто. На самом-то деле. Вот он всеми своими действиями и его банда сделали все для того, чтобы вот на самом деле у Еревана пути развития, кроме как европейского, попросту даже вот не было бы никаких вариантов. Ведь, собственно говоря, так активно призывать, ответьте уже прямо сегодня, вы хотите дружить с Россией или вы хотите дружить с Европой? Нет, нет, ответьте прямо сейчас. Ну, наверное, больше никто не требовал на самом-то деле. И тут ведь нужно отметить, что действительно решение того же Европейского Союза о выделении Армении 50 миллионов евро из экономического давления России на Ереван, о чем в начале месяца заявила Урсула фон дер Ляйен, это только лишь способствовало тому, чтобы армянский народ совершенно четко увидел, где, собственно, находятся перспективы. Но я сейчас у вас даже хочу спросить не только и не столько о европейском векторе развития, сколько еще и о дружбе армяно-американской. Ну вот Ереван и Вашингтон в начале месяца ведь подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве по проекту «Маршрут Трампа» транзитного коридора вдоль границ с Ираном. Об этом сообщало тогда Министерство иностранных дел вашей родины. Отмечалось, что глава Госдепартамента США подписал этот документ 1 июня в Вашингтоне, а уже 4 числа свою подпись под соглашением поставил глава МИДа Армении. И по его словам, документ теперь должен пройти процедуру ратификации, но он к этому уже совершенно готов. Как вы видите, как может и будет развиваться вот это сотрудничество? Действительно, сотрудничество между Соединенными Штатами и Арменией уже когда госсекретарь Рубио посетил Ереван, повысился еще на один уровень. Сейчас у нас всеобъемлющее стратегическое партнерство, охватывающее все сферы. Мое убеждение в том, что следующим шагом должен быть просто полноценный союз, альянс между Арменией и Соединенными Штатами. И на протяжении всего этого будущего срединного коридора мы видим, что Армения рассматривается Соединенными Штатами как опорная точка. И это очень хорошее развитие для Армении в плане ее безопасности и ее развития. И это понимание есть и в Вашингтоне, это понимание есть в Ереване, и мы движемся именно в этом направлении. Мы будем работать и в области технологического развития, в области полупроводников и проектирования, производства чипов. Мы будем работать и в сфере, как я уже сказал, атомной энергетики, развитие коммуникаций. Это новая корпоративная культура, которая приходит в Армению. Это новые формы экономической деятельности, и нам нужно очень многое менять в этом направлении. Это, конечно, и содействие Соединенных Штатов укреплению нашей пограничной службы. Армения страна маленькая, но периметр ее границ очень большой. Например, только граница с Азербайджаном, она больше 1000 километров, тогда как две самые дальние точки на территории Армении, это примерно 500 километров по прямой линии. Я уже границы с остальными странами не говорю. Это новые, самые передовые практики и в таможенной службе, и в налоговой службе. Самое главное, в судебно-правовой сфере.
Мы помним, на постсоветском пространстве все реформаторы проваливались именно из-за провала реформ судебной системы. Когда эта судебная система не реформирована, становилась плацдармом для сил авторитарного реванша. Мы помним, что и в Украине была оранжевая революция, и почему-то после нее пришел Янукович. Да? То же самое было и в Армении, когда после правления Левона Тер-Петросяна здесь так и не устоялись эти демократические институции, и страна погрузилась в 20-летнюю криминальную диктатуру, от которой мы избавились только после бархатной революции. Весь этот постсоветский период меня и очень многих привел к мысли, что нужно развивать именно государственные институции. Они только являются единственной гарантией необратимости демократии и демократической формы правления. И вообще нормальной государственности. Институции и еще раз институции. И мы будем двигаться в этом направлении. А в этом есть нам много чему поучиться и у европейцев, и у американцев. Да, мы страна древняя, но как государство очень и очень молодое, только-только вступившее в совершеннолетие, если можно так сказать. Рубен, спасибо огромное, Спасибо. что вы нашли возможность присоединиться сегодня к нашему прямому эфиру. Рубен Миграбян, политический эксперт, был гостем прямого эфира на телеканале Freedom. В телеграм-канале Freedom только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь.